На днях стартовал первый этап республиканского литературного конкурса «Литап», итоги которого подведут во время 28-й Минской международной книжной выставки-ярмарки 20 февраля. Могилевчане принимают участие и в этом конкурсе, и во многих других. А конкурсы «Под рождественским небом», «Культура медицине», «Не вырывай страницы памяти», «На початку дорог» и «Это нужно не мертвым, это надо живым» – все это проекты Могилевского областного отделения Союза писателей Беларуси. Фейерверк. Есть чего выбрать. Каждое стихотворение должно нести свет. Вот о чем бы ты ни писал. 16 поэтов, 13 прозаиков и 9 историков, 22 из Могилева и 16 человек из области. Таков состав сегодняшнего Могилевского отделения Союза писателей Беларуси. Я в основном прозаик и пишу фэнтезийные романы. У меня есть «Забавная мифология» цикл, где я пересказываю в смешной форме мифологию античной Греции. И есть серьезный роман «Аид, любимец судьбы». Это трилогия, он доступен в интернете. Основная страница Могилевского отделения СПБ ВКонтакте. Лента живет, каждый день новая публикация о новых книгах, конкурсах и наградах. Калининградский конкурс фантастики был. У меня там было 3-е место. Ну, там 200 с лишним работ. Очень серьезные были соперники. В 2020-м городская литературная гостиная «Магия слова» тоже переместилась в сеть. А вот почитать рубрику «Натхнение» можно раз в месяц в газете «Могилевские ведомости». Олесь Козека ведет эту страницу уже 5-й год. Выбирая, на каком языке писать, отвечает однозначно родная мова. Понимаете, если в русском языке смысл заложен в слове, вот читаем мы русскоязычные стихотворения или просто там смысл в слове, в белорусском языке ты читаешь произведение, а смысл витает вокруг слов. За год могилевские авторы выпустили 18 книг, при этом 2 в электронном формате, большинство самиздатом. Самым плодотворным год оказался для Валентины Габрусевой, 3 сборника песен на русском и белорусском языке. У Жанны Миус первый сборник стихов вышел 8 лет назад. До этого она пробовала писать и стихи, и прозу, но в 2013-м окончательно нашла себя в жанре детской литературы. Книга называется «Иностранные детки». Она вышла в издательском доме «Звезда». Вот я отправила рукопись, редактор посмотрела, ей понравилось, она сказала, да, это действительно что-то такое новенькое, необычное. Ну, стихотворение о разных странностях детских, о каких-то... во-первых, у меня тут сами названия: капризосос, ухохотка, смеховария. Вот использовала я такой прием — контаминация, сращивание слов, да? Через год книгу Жанны выдвинули на соискание Республиканской литературной премии, а в прошлом году вышла еще одна книга «Первоапрельский суп». Половина книги – это детские фантазии. Детские бедки вместо зверушек в клетке, волшебное деревце на языке у вруна, путешествующий оранжевый носок. Ну, то есть, короче, мир детских фантазий. А ваши дети ваши книги читают? Читают. Вот сейчас уже стали читать. Когда появилась первая, вторая книжка уже вышла. Вот первая они подумали, ну, может, это случайно, так, случайный успех. А уже вторая книга, когда вышла, им уже стало интересно. А про нашу маму уже стали писать, говорить. Давай-ка мы почитаем, что она там пишет. Жанна не единственный могилевский автор, который пишет и издает книги для детей. Марина Сливко, вот есть такая книга «Зорные орели». Она тоже пишет для детей на белорусском языке, кстати. Хотелось бы заметить, что как бы в наше время и, можно сказать, и редкость, потому что в основном пишут авторы на русском языке. Николай Борисенко, Афанасий Политыко, Александр Балдовский, Елена Белоножка, Евгений Булава, Ольга Белова, Владимир Ясев, Виктор Кунцевич, Наталья Михальчук, Виктор Артемьев и Евгений Сотиков. Все это могилевские авторы. Их книги можно найти в библиотеках города, а о планах узнать на странице в сети и вдохновиться там же.